В субботу бизнес аммаха дожварер, ахкачин 39 температура общаться ёж, ах машинца аштех кадрсху. Ханский зикава температура яни просто кашлю. Сначала у маленького Богдана болело и першило в горле, вечером поднялась температура и ее никак не удавалось сбить. Врачи подтвердили, у мальчика грипп. Этой болезни сейчас больше всего подвержены дети. Грипп и ОРВИ обратно отвоевывают позиции у ковида. Сегодняшнюю эпидситуацию специалисты называют принципом иммунного долга. Из-за карантина, связанного с ковидом-19, дети, в частности школьники, перестают сталкиваться с патогенами, а значит тренировать свой организм. Благодаря вакцинации с ковидом ситуация спокойная. А вот грипп вновь пошел в рост. В России заболеваемость ОРВИ выросла на 35%. Так, в инфекционном отделении Малгобекской центральной больницы 46%, 10 из которых взрослые. Я 3 дня назад сюда поздно вечером поступила, привезли меня. Я была очень тяжелая, у меня температура не спадала, 38,5, и плюс еще давление почти 200. И сразу же тут меня откачали, все как нужно сделали. Благодаря нашим прекрасным врачам я сегодня себя лучше чувствую. Грипп и ОРВИ еще называют семейными инфекциями. Ими часто болеют всей семьей. Поэтому врачи предупреждают, относиться пренебрежительно к болезням не стоит. Для малышей до 5 лет респираторные вирусные инфекции особенно опасны. Помимо пневмонии, грипп может привести к отиту и менингиту. Очень многие отказываются от прививок, которые делают в школах, в детских садах, от гриппа, прививки. Если эти прививки провести, мне кажется, болело бы намного меньше людей гриппом, чем из-за того, что большинство населения отказываются от прививок. Получается, что болезнь прогрессирует и распространяется в геометрической прогрессии. Головная боль, озноб, усталость, кашель, насморк и температура – типичные симптомы ОРВИ. У большинства пациентов, по словам врачей, вирусная инфекция протекает в средней тяжести. В случае осложнения в отделении каждой койки подведен кислород. Функционирует палата интенсивной терапии. В стационар попадают пациенты уже после того, как дома какие-то препараты уже принимали, пробовали как-то сбивать температуру, обращались к участковым врачам, а многие и не обращаются, сами как-то лечатся. То есть пациенты, у которых уже идет осложнение какое-то, в виде бронхита или пневмонии на фоне вирусной инфекции, они попадают уже в стационар, потому что тут уже более расширенное лечение нужно подсоединять, нужно уже антибактериальные препараты. Врачи предупреждают, в новогодние каникулы число контактов только увеличится, а значит возрастут эпидемические риски. Жителям рекомендуют соблюдать меры профилактики и по возможности сидеть дома, а также вакцинироваться от гриппа. В этом году в России продлили прививочную кампанию. Хава Газикова, Ахмед Горбаков, Новости 24.